Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Акцент». В студии работает журналист Анивера Акимова. Сегодня у нас в гостях директор Янзолота Иван Николаевич Ребров. Иван Николаевич, добрый день. Добрый день. Ребров Иван Николаевич родился в поселке Дружина Абыйского района. Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Трудовую деятельность начал в АО «Саханефтегаз» ведущим специалистом. В настоящее время является генеральным директором Янзолота. Ваше предприятие работает в Устьянском Улусе, где находится Куларский золотоносный район. С какого года вы работаете на этом участке? Мы начали работать с 2014 года. В Устьянском районе, как вы сказали, есть Куларский золотоносный район. Помимо Куларского золотоносного района есть еще Селенявский золотоносный район. На сегодня у нас 4 добычные лицензии и 1 поисковая лицензия. Из 4 лицензий 3 лицензии у нас находятся на Селенявском золотоносном районе и 1 лицензия на Куларском золотоносном районе. Это вот на месторождении Тенях. А сколько человек работает на участке? На участке на сегодня около 100 человек работает. А есть ли вообще нехватка специалистов? Вообще у нас на сегодня мы работаем на 2 участках. Первый участок это Тарынгрях, это на месторождении Тарынгрях находится. Второй участок это Кумах на месторождении ручья Чыгы Кумах-Урье. А из местных жителей сколько человек у вас работает? Из местных жителей у нас работает порядка 20 человек. Порядка 20 человек работает, да. Это жители Устьянского? Да, это жители Устьянского района. Иван Николаевич, а вот помимо вот этих лицензионных участков, еще в каких районах ведутся геолого-разведочные работы? На сегодня основной упор мы делаем это вот на Устьянский район. В дальнейшем мы свое развитие видим также соседними районами. Это в первую очередь Абыйский район, Нижнеколымский район и Алайховский район. Вот в этих районах мы должны тоже. Насколько нам известно, в прошлом промсезоне вы перевыполнили план. А в этом году какие планы вообще ставите? Да, действительно, мы уже 2 года подряд перевыполняем план. В том году у нас план был 200 килограмм, мы добыли порядка 230 килограмм. В этом году у нас план 250 килограмм. Ну и думаем тоже, что выполним план. Хорошо. Вы начали свою деятельность с 2014 года, да? А да. В первом году вы сколько добыли золота? Первый год у нас был... Вот в 2014 году мы получили лицензию на Чыгы Кумах-Урье. Мы проводили геологоразведочные работы и вот попутно добыли около 36 килограмм золота в 2014 году. Сейчас вообще подход к разработке месторождения изменился или остался на прежнем уровне вообще? Ну, конечно, могу сказать, что да, как подход сейчас сильно изменился. То есть если в первое время, вот в советский период, на первый план стояла задача, чтобы дать стране золото, валюту, то сейчас такой задачи не стоит. Вот в первую очередь мы соблюдаем все существующие нормативы, экологические, технологические, все регламенты соблюдаем. А вот оснащение техники у вас как? Ну, мы основной упор делаем на отечественную технику. У нас бульдозера отечественные, вот Чебоксарского завода, Четра. На сегодня у нас 9 тяжелых единиц землеройной техники. И помимо этого у нас вот вспомогательных техник, там много их. Это погрузчики, самосвалы. Иван Николаевич, а есть ли какие-то отличительные черты у золота, которые добываются в Устьянском Улусе? Особых нет. То есть золото везде одинаково. То есть оно только отличается пробностью, и эта пробность может отличаться в зависимости от месторождений. Ваше предприятие зарегистрировано в Устьянском Улусе, да, насколько мне известно? Да, наше предприятие зарегистрировано на территории Устьянского района. Мы, как все налоги, платим. Получается, налоги тоже, да, в местный бюджет? Нет, налоги мы платим на территории Устьянского района. Часть налогов поступает в федеральный бюджет, часть поступает в республиканский, часть местный бюджет в соответствии с бюджетным кодексом. То есть там идет свое распределение. К сожалению, то есть не вся часть попадает в местный бюджет, как бы нам хотелось. Компания Янзолот выполняет социальные обязательства в рамках соглашения, да, с Устьянским Улусом. Да. Расскажите подробнее об этом. В рамках социально-экономического сотрудничества с администрацией Улуса на сегодня мы тесно взаимодействуем с местными сельхозпроизводителями,
Допустим, мы закупаем мясо у местного кооператива Табаяна, рыбу покупаем у местных рыбаков, то есть полностью стараемся обеспечить себя продукцией мяса и рыбы за счет местных товаропроизводителей. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с местными предпринимателями в части перевозок, то есть у нас 100% перевозок ГСМ осуществляют местные перевозчики. Также мы привлекаем местные кадры для работы у себя на участках. Вы сказали, 20 человек, да, в данное время работает? Да, на сегодня 20 человек. Мы ведем работу по увеличению численности, то есть мы стараемся привлекать молодых кадров, направляем их на обучение. А средняя заработная плата? Средняя заработная плата у нас по 2017 году была 118 тысяч рублей. А в этом году уже идет в этом году, увеличение? Нет, в этом году будет тоже чуть больше будет в этом году, да. Но при этом это средняя зарплата, это с учетом зарплаты рабочих специальностей. Получается, люди работают вахтовым методом, да? Да, люди у нас работают вахтовым методом. От сколько на месяц? Заезжают у нас от 3 до 4 месяцев и по желанию могут и дальше остаться. А участок с депутатска сколько километров? У нас, как я сказал, 2 участка. Первый участок это Кумах, до Кумаха более 100 километров от депутатска. Участок Кумах находится рядом с селом Сайлык. Второй участок это Тарынурях, от депутатска более 220 километров. Это участок Тарынурях находится на территории Янинского наследия. Пан Николаевич, и напоследок, какие дальнейшие шаги планируете? На сегодня у нас утверждена стратегия развития общества. В среднесрочной перспективе мы должны нарастить добычу золота до 1 тонны, это до 2020 до 2022 года. Должны увеличить запасы золота до 5 тонн. В долгосрочной перспективе планируется участие в освоении общества рудных месторождений. Вот таким образом. Пан Николаевич, спасибо за беседу. Это была передача «Акцент». До новых встреч.